Детство за колючей проволокой прошло у участника Великой Отечественной Николая Ивановича Суркова. О том, что пришлось пережить ему самому и его близким, он знает по воспоминаниям двоюродной тети. В концлагерь несовершеннолетний узник попал годовалым малышом. Война отняла у него всех родных. Страшные события навсегда отпечатались в сердце. Отсюда и интерес к истории. Наука прошла через всю его жизнь. Александра Головина пообщалась с ветераном. В нацистский лагерь маленький Коля попал, когда ему еще не было и 9 месяцев. Отца расстреляли в том же 43-м. Мать Акулина Михайлова осталась с 3 детьми. Голод, холод и тиф отняли у нее 2 старших сыновей. Остался только Коля Николай Иванович Сурков. События тех лет практически не остались в памяти. Их удалось собрать буквально по крупицам. И то благодаря рассказам и письмам двоюродной тети Кати. Эту схему концлагеря по просьбе нашего героя она нарисовала для него специально. Мне помнится все время эта песня. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Что как касается сожгли, и не разбомбили. А она была кирпичная на 2 стороны. А вот что сгубили семью, это на 100%. Вот. 2 моих брата погибли в концлагере, а я был грудным. И вот мать меня каким-то образом спасла. Вот, поэтому мне приходится жить за 2 моих старших братьев. На выручку пришли дед и неродная бабушка. Она выступила против того, чтобы отдать мальчика в детский дом, хотя у родных такое намерение было. Он окончил 7 классов, техникум и на всю жизнь проникся историей. Именно потому, что на его семье и судьбе события военных лет отразились самым жесточайшим образом. При всем при этом позитива не растерял. Бывший несовершеннолетний узник страшнейших мест принудительного заключения старается мыслить в положительном ключе и по сей день. Когда что-то случится у меня в жизни, я говорю, хорошо, что не хуже, хорошо. Но хуже было вот уже неоднократно. Вообще нам нужно всегда помнить хорошее. Плохое нам не продлит жизнь. 7 августа 45-го. Это последнее письмо его дяди Петра Михайловича. Один из самых ценных документов для Суркова на сегодняшний день. Добрый день, дорогие родные. Папа, мама, Киля, Коля и Маруся. Он к каждому человеку обращается. У него было, как бы сказать, возможность обратиться к каждому, спросить, как будто он побеседовал. И потом он передал всем приветы. И последний его, значит, он пишет: «Киля», к моей матери обращается, что-то ты молчишь. Я давно от тебя никакой записочки не вижу. Как растет твой мальчик? Вот это слово «мальчик», даже жирным цветом оно. Он ко мне обращается. Дальнейшая судьба его сложилась благополучно. Во многом на это повлияла тяга к знаниям. В Коме живет уже полвека. Здесь он встретил свою любовь и завел семью. Вплотную занялся наукой. Долгое время преподавал историю в пединституте. Учитель с непростой жизненной судьбой – особая ценность. Сейчас Николай Иванович на заслуженном отдыхе. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар. В Коме выплаты ко Дню Победы получат более 2200 тружеников тыла и почти 28,5 тысяч детей войны. Размеры праздничных выплат этим категориям ветеранов по поручению главы республики Владимира Ойба были увеличены в 3 раза до 3000 рублей. Как и в предыдущие годы, тем ветеранам, которые уже получают какие-либо меры поддержки через центры соцзащиты, выплаты направлены автоматически в беззаявительном порядке, то есть им никуда не нужно было дополнительно обращаться. Деньги пришли в конце апреля, аккурат к празднику Победы. Тем же гражданам, которые не получают никаких мер поддержки и ранее также никогда не получали выплату ко Дню Победы, однако имеют на нее право, нужно самостоятельно подать заявление в Центр соцзащиты населения по месту жительства. Выплата будет произведена.